Я рад всех вас приветствовать на установочном вебинаре, посвященном проведению республиканского конкурса педагогического мастерства наставников и молодых педагогов. Рад приветствовать всех. Нас, я понимаю, что не так много, но в любом случае сегодня мы с вами рассмотрим основные положения проведения данного республиканского конкурса. Прошу вас при необходимости задавать вопросы либо в чате, либо в специальной вкладке. И, соответственно, если возникают какие-то непосредственно интересующие моменты, тоже можете о них непосредственно спросить, уточнить и так далее. Республиканский конкурс проводится в соответствии с документами, которые у нас в данном случае представлены как региональный проект «Учителя будущего», который реализуется в рамках, в данном случае, национального проекта образования на территории Республики Коми и двух приказов Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования. Я в данном случае указал их. Почему? Потому что они являются непосредственно приказами, которые регламентируют деятельность института как оператора многих проектов. И в первую очередь это проект региональный, уже молодые педагоги, и проект по внедрению методологии наставничества или целевой модели наставничества на территории Республики Коми. То есть данное мероприятие проводится в рамках программы проектов, которые были утверждены ранее, еще в 2020 году, а по некоторым проектам еще ранее, Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Какая же цель в данном случае конкурса и кто может непосредственно принять в нем участие? Конкурс проводится, как обозначено здесь на слайде, в целях повышения социальной активности и раскрытия потенциала молодых педагогов и их наставников, а также с целью развития и укрепления профессиональной связи, с целью обмена методическим опытом между представителями образовательных организаций Республики Коми. Конкурс представляет собой педагогическое состязание команд педагогов, то есть это командный конкурс. Номинальное количество участников в команде – это 2 человека. То есть молодой педагог и его наставник. Участниками конкурса являются молодые педагоги до 35 лет, образовательных организаций Республики Коми и их, собственно, наставники. И вот здесь относительно участников хочу прокомментировать. В положении конкурса не предъявляется требование к педагогическому стажу. Предъявляется требование к возрасту непосредственно участника, то есть молодого педагога. Второй момент. Здесь обозначено, что участниками могут являться представители любых образовательных организаций Республики Коми. То есть это могут быть наставники, молодой педагог, организации дошкольного образования, организации общего образования, например, это учитель и молодой учитель, молодой педагог и так далее. Это могут быть организации дополнительного образования, среднего профессионального образования. Это могут быть учреждения, такие как, например, детские дома для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть непосредственно интернатные учреждения, специальные коррекционные учреждения Республики Коми, в которых, собственно, данное наставничество, то есть форма учитель-учитель или педагог-педагог непосредственно осуществляется. Также мы говорим и об организациях среднего профессионального образования, где непосредственно опытный преподаватель может выступать в качестве наставника, например, молодому преподавателю. Резюмируя, хочу обратить ваше внимание на следующий момент. Конкурс является в данном случае командным. От образовательной организации участвуют 2 человека. В регистрационной форме как раз и предлагается заполнить непосредственную информацию о них. Это молодой педагог и наставник. Не предъявляются требования к педагогическому стажу, только лишь к возрасту молодого педагога, то есть до 35 лет в соответствии с законом о молодежи и так далее. И, конечно же, это их наставники. И, как вы понимаете, здесь могут быть представлены данные команды из разных образовательных организаций. Мы как раз рассчитываем на то, что этот конкурс станет интересен не только для общеобразовательных организаций, то есть школ республики, но и для других организаций. Календарь конкурса выглядит следующим образом.
Начиная с сегодняшнего дня стартует заочный тур, который предполагает регистрацию участников и размещение конкурсных заданий заочного тура. То есть он продлится по 28 марта включительно 2021 года. Далее, с 29 марта по 2 апреля начнется экспертиза конкурсных работ заочного тура, и данный конкурс, конкурсное состязание, предполагает проведение очного этапа или очного тура, который пока предварительно определен на 9 апреля 2021 года. Мы будем ориентироваться именно на эту дату, но если в данном случае будут внесены какие-то изменения, то, естественно, всех участников, которые будут выбраны, отобраны для участия в очном туре, мы обязательно повестим и проинформируем. Таков календарь. Сейчас мне хотелось бы рассказать более подробно о содержании непосредственно заданий и о том, что необходимо сделать будет на каждом непосредственно этапе, на каждом туре. Начнем мы с заочного. Все участники конкурса должны пройти регистрацию до 28 марта 2021 года, и здесь ссылка обозначена. Она будет представлена во всех информационных письмах, в приказах и так далее, в той информации, которая будет размещена на сайте, официальном сайте института и не только. Данная дата, вы видите, она связана с окончанием заочного тура в связи с тем, что в представленной форме, в регистрационной форме, необходимо будет указать ссылку на материал, который нужно будет подготовить команде в рамках заочного тура. Итак, заочный тур проводится с 12 по 28 марта 2021 года включительно. И заочный тур проводится в форме конкурсного задания «Открытая презентационная площадка педагогических идей». Что мы ожидаем в данном случае как организаторы от представления непосредственно педагогических идей на этом этапе в рамках заочного тура? Целью данного конкурсного задания, как вы видите, является демонстрация педагогических идей, инноваций, личностного потенциала участников команд и так далее. Нам бы хотелось сделать как раз именно акцент на идеях, инновациях и так далее. А регламент – это подготовка видеоролика в течение 5-7 минут, то есть его продолжительность средняя, да, где, собственно, вы можете представить, творчески представить или презентовать педагогическую идею, решение педагогической или психологической проблемы современного образования. То есть это могут быть проблемы общепедагогического характера, например, связанные с определенными социально негативными явлениями, которые характерны для современного системы образования. В частности, например, это может быть явление буллинга и так далее. Это могут быть и иные общепсихологические, общепедагогические, так скажем, проблемы, которые требуют, например, пристального активного внимания непосредственно педагогической общественности. Извечна, например, проблемы, связанные с мотивацией обучающихся, с преодолением учебной неуспешности, с профориентацией и так далее. Мне хотелось бы, чтобы вы не ориентировались на представленные или названные мной какие-то направления, а действительно выбрали и продемонстрировали в рамках совместной презентации какую-либо педагогическую идею или инновацию. В презентации педагогической идеи участвуют все участники команды, то есть как минимум в кадре у нас должны появиться непосредственно и молодой педагог, и его наставник. В данном случае видеоматериалы представляются в формате MPEG либо AV с минимальным разрешением, созданные любыми доступными средствами. И обязательно, чтобы видеоматериалы имели информационную заставку. То есть в данном случае, как минимум, это информация об участниках команды и, соответственно, той организации, которую представляет в данном случае команда, чтобы мы могли идентифицировать и в том числе по регистрационной форме и так далее. Итак, резюмируя, еще раз хочу обратить ваше внимание, что на заочном туре до 28 марта, начиная с сегодняшнего дня, наставник и наставляемый, то есть молодой педагог, могут в рамках творческой презентации педагогической идеи подготовить непосредственно видеоролик, который может быть длительностью от 5 до 7 минут и так далее,
и который бы как раз презентовал идею либо инновацию, которую фактически вы могли бы, или о которой вы могли бы заявить, да, в данном случае, и которая могла бы быть интересна, например, широкой, так скажем, педагогической общественности и не только. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что здесь мы не регламентируем тематику, эту тематику участники определяют самостоятельно. На основании полученных конкурсных материалов эксперты или жюри в данном случае будут оценивать представленные материалы, и на основании подобной экспертизы, данной экспертизы будут определяться непосредственно участники очного тура. Напомню, что очный тур у нас запланирован на 9 апреля. Очный тур будет предполагать несколько заданий. Первое задание, которое выполняется совместно, это кейс в данном случае. Здесь мы уже говорим о демонстрации профессионального педагогического мастерства наставника и молодого педагога при решении кейса, представляющего разработку или решение учебно-практических или учебно-познавательных задач. То есть непосредственно в паре, получив задание кейса, да, за определенный период времени необходимо представить его решение, который предполагает как раз именно решение данных задач. Решение кейса должно быть представлено в виде презентации с основными положениями решения и выводами и так далее по представленной ситуации. И предлагается для этого использовать не более 10, условно говоря, слайдов, которые могли бы, в общем-то, продемонстрировать, да, те решения, которые предлагают в данном случае участники. Это что касается первого задания. Да. Понятно, что не обязательно в таком же порядке они будут на очном туре, но в любом случае содержательно предполагает решение кейса. Дальше. А вот следующие два задания, которые представлены на этом же слайде, они будут демонстрироваться наставником и наставляемым отдельно. Начнем мы с первого в данном случае задания, которое звучит в данном случае здесь как мастер-класс. И здесь его непосредственно будет демонстрировать уже педагог-наставник. Демонстрация профессионального педагогического мастерства педагога-наставника по сопровождению наставляемого. И девиз мастер-класса «Знаю сам и научу другого». То есть формат в рамках мастер-класса, а именно мастер-класс мы ожидаем как форму, а не как демонстрация, допустим, каких-то приемов, идей и так далее, в виде выступлений или отчета, именно мастер-класс. То есть предполагающий организацию активного педагогического общения или взаимодействия наставников, участников мастер-класса. Педагог-наставник демонстрирует методические приемы работы с молодым педагогом, используемые им при передаче конкретного опыта организации образовательного процесса. То есть буквально педагог-наставник в рамках мастер-класса своим коллегам сообщает или рассказывает в данном случае, или организует активности взаимодействия по поводу как раз опыта сопровождения молодых педагогов по организации образовательного процесса. Это может быть непосредственно и связано с освоением каких-либо отдельных образовательных технологий. Это может быть связано с другими, например, направлениями, в частности, с решением какой-то конкретной локальной, может быть, задачи. Например, это может быть педагогическая диагностика образовательных результатов школьников. Это может быть в данном случае организация какого-то определенного, может быть, этапа, связанного или вызывающего, например, трудности у педагога, молодого педагога и так далее. Хочу обратить ваше внимание, что здесь также мы не регламентируем какую-то определенную тематику, поэтому в рамках мастер-класса, в рамках организованной активности с участниками конкурса педагог-наставник демонстрирует непосредственно те методические приемы, которые используются им при передаче опыта организации образовательного процесса во взаимодействии с наставляемым. А, собственно, молодой педагог, да, он участвует в конкурсном испытании «Презентация». Вы видите, что девиз презентации «Я учусь и применяю». Регламент в данном случае уже это в большей степени подходит на выступление, на сообщение от 7 до 10 минут. И молодой педагог представляет презентацию своей педагогики, в которой он демонстрирует, как именно
им на практике используется опыт, переданный его педагогом-наставником. И презентация педагогической идеи молодого педагога предполагает или может, так скажем, да, ориентироваться на имеющиеся, либо специально, может быть, созданные видеозаписи, фрагментов урока, либо занятия, или уроков, или занятий. И если это не одно, допустим, да, какое-то мероприятие, или, допустим, в данном случае урок, либо занятие, сделано непосредственно заранее. То есть фактически данная, в данном случае презентация, она готовится уже не на самом конкурсе, она готовится также предварительно. И, соответственно, то же самое можем сказать и о мастер-классе. Единственным непосредственно заданием, так скажем, да, где будет, в общем-то, создана, так скажем, ситуация активности и взаимодействия педагога и наставляемого на самом конкурсе, это будет кейс. А вот эти конкурсные испытания можно будет подготовить непосредственно предварительно и самостоятельно. Уважаемые коллеги, еще раз обращаю ваше внимание, если у вас есть вопросы по содержанию конкурсных заданий на разных этапах конкурса, пожалуйста, задавайте. Пока я вижу один вопрос и хочу сказать, что действительно, да, презентация будет доступна. Я попрошу в данном случае вас еще обратить внимание на новостную информацию, где будет более подробно и полно представлено, да, и, соответственно, само положение, потому что нужно будет ориентироваться и на критерии оценивания и так далее. И наша задача как раз сегодня рассказать об основной канве этого конкурса. Ориентируясь на критерии фактически, на показатели оценки и так далее, вы можете сориентироваться в данном случае, что будет оцениваться членами жюри и прочее. Каждое конкурсное испытание оценивается в среднем от 3 до 5-7 критериев и так далее, поэтому я предлагаю еще и следить за новостной информацией. Ну и как раз о том, как, в общем-то, мы сопровождаем, да, то есть где можно будет ознакомиться более подробно с этой информацией. Хочу обратить ваше внимание, что помимо того, что данная презентация будет доступна для скачивания после нашего вебинара, информация о конкурсе, ну, я полагаю, что на следующей неделе уже точно появится на официальном сайте института, то есть Коми-Республиканского института развития образования, где будет непосредственно представлено и сам приказ, то есть само положение о конкурсе и так далее. И будут даны непосредственно, может быть, какие-то дополнительные информационные вещи, то есть чтобы вы могли на них сориентироваться. И далее, это сайт проекта «Молодые педагоги» katon.kiro.ru, сайт Республиканского методического центра по внедрению целевой модели наставничества nastavnik.kiro.ru. То есть вот на этих, в данном случае, и сайтах института, проектов и так далее будет размещена данная информация. Об этом, обо всем мы также проинформируем в данном случае участников и разместим эту информацию официально. Ну и контакты организаторов конкурса. Сопровождением данного конкурса занимается наш центр, Центр научно-методического сопровождения программ и проектов в области образования. При необходимости вы можете звонить по телефону в городе Сыктывкаре, код 8212, телефон 28 60 11, добавочный 339, это непосредственно мой телефон. Вы можете задавать вопросы, которые вас интересуют по содержанию заданий, может быть, по этапам и так далее. И методист, который также сопровождает в данном случае этот конкурс, Орешникова Анастасия Вячеславовна, тоже тот же самый телефон, добавочный 312. Вы видите также электронные адреса, по которым вы можете писать и задавать вопросы. Уважаемые коллеги, полагаю, что пока у вас нет вопросов, но если они возникают, то вы можете их фиксировать в чате, либо в специальной вкладке. Резюмируя непосредственно свое, так скажем, выступление, хочу обратить еще раз внимание на некоторые моменты. В первую очередь это на календарь. До 28 марта включительно у нас осуществляется заочный тур. Он связан непосредственно с регистрацией. Заполняя регистрационную форму,
необходимо указать ссылку на видеоролик, который размещен в облачном хранилище, либо, может быть, на сайте образовательной организации, участников конкурса и так далее. Ну и, соответственно, эти даты поэтому совпадают. То есть сейчас у нас есть, ну, как минимум еще 2 недели для того, чтобы принять решение об участии в этом конкурсе и, соответственно, подготовить материал. Далее у нас будет определенный этап экспертизы представленных материалов и, соответственно, планируемый очный тур, планируемая дата – это 9 апреля 2021 года, то есть это пятница, насколько мне помнится. И, соответственно, мы планируем проведение данного очного тура на базе института, о чем мы дополнительно, конечно же, сообщим. Относительно участников, да, еще раз обращаем ваше внимание, этот конкурс командный. Участвуют в данном случае команды, представляющие образовательные организации разных видов. Это могут быть и дошкольные образовательные организации, это могут быть и школы, то есть общеобразовательные организации. Организации в данном случае профессионального образования, дополнительного образования. Это могут быть организации по типам интернатных учреждений, детские дома, это могут быть специальные коррекционные учреждения и так далее. То есть там, где фактически реализуется такая, так скажем, да, модель наставничества, как педагог-педагог, да? Или преподаватель-преподаватель, или учитель-учитель, воспитатель-воспитатель и так далее. Дальше обратите, пожалуйста, внимание, что на заочном этапе нам нужно будет как раз вот увидеть те предложения, условно говоря, да, которые формулируются в рамках инновационных, может быть, педагогических идей при выполнении задания открытой презентационной площадкой. Здесь нужно будет представить непосредственно ролик в течение 5-7 минут. Требования здесь также представлены. Предполагать решение кейса в течение определенного времени. При этом решение будет осуществляться совместно, и, соответственно, презентация подобного решения будет также представляться непосредственно и наставникам, и молодым педагогам. Ну а последующие, собственно, задания, к которым тоже можно уже предварительно готовиться, это проведение педагогом-наставником мастер-класса по демонстрации методических приемов по сопровождению наставляемого, то есть молодого педагога. А молодой педагог непосредственно демонстрирует в рамках презентации, каким образом, да, то есть как он использует на практике тот опыт, который передавался ему наставником. Если кратко резюмируя непосредственно смысл всех конкурсных испытаний. Информационное сопровождение осуществляется официальным сайтом на официальном сайте института, также сайта проекта и сайта Республиканского методического центра по внедрению целевой модели наставничества. Ну и при необходимости вы также можете звонить, задавать вопросы и так далее. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, потому что у меня на этом вся информация. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что она будет доступна на официальном сайте института и тех проектов, да, которых я уже вам говорил и называл. Я полагаю, что она появится в начале следующей недели, поэтому следите за информацией. Я благодарю вас за участие в нашем вебинаре. Желаю вам всего доброго. До свидания.